этом году за прозрачностью выборов депутатов муниципалитетов будут следить 248 волонтеров. Все они активисты федерального проекта «За чистые выборы». Многие из ребят уже имеют солидный опыт в качестве общественных наблюдателей, как, например, Хава Евлоева. За плечами девушки партийные выборы 2016 года и президентские в 2018. Следить за проведением и сообщать о нарушениях на выборах Хава считает своим гражданским долгом. В 2018 году на президентских выборах некоторые наши ребята, они тоже, которые здесь присутствуют, они тоже участвовали в этих выборах. И, конечно же, наша республика как-то в нарушениях себя как не показала. Но сегодня, то есть, они уже в курсе, какие у них права, обязанности. Среди общественных наблюдателей немало и новичков. Сегодня председатель избирательной комиссии Ингушетии Муса Евлоев дает ребятам наставления перед работой, поскольку общественники будут раскинуты по всем населенным пунктам республики. Им еще раз напомнили, по какой системе и в каких населенных пунктах будут выбирать депутатов. Если говорить о политических партиях, тоже для сведения, у нас все города, во всех городах выборы проходят по полностью пропорциональной системе. Это означает то, что там участвуют не непосредственно сами кандидаты, а политические партии, а уже в списках политических партий содержатся уже кандидаты в депутаты. И в бюллетене и в информационных материалах будет указание на соответствующую политическую партию, эмблема этой партии и первая тройка в каждом из списков. 7 населенных пунктов, 7 сельских поселений, где тоже полностью пропорциональная система. Это наиболее крупные села: Икажево, Плиево, Кантышево, Нестеровское, Сагапши, по памяти Троицкое. Во всех остальных сельских поселениях выборы проходят по мажоритарной системе. Также общественным наблюдателям посоветовали обратить внимание на списки избирателей. Часто в них оказываются люди, которых уже нет в живых, но происходит это не по вине избиркома, а потому что некоторые люди не оформляют нужные документы после смерти своего родственника и продолжают получать за него пенсию и другие пособия. Чтобы заранее пошли до дня голосования, ознакомились со списком, допустим, что они нет с приглашения, вы можете за 10 дней, уже июля не чтобы вы пошли на тот участок, где вы зарегистрировались, посмотрели, есть списка. Да, на встрече говорили и о нарушениях, которые чаще всего встречаются в России во время проведения выборов. В общем, как отметили сами активисты проекта «За чистые выборы», встреча получилась продуктивной. Они внятно объяснили, что нам придется делать на этих выборах, каким образом фиксировать, если есть какие-то нарушения, звонить по горячей линии, уже им, чтобы они в дальнейшем разобрались с этой ситуацией. Я думаю, выборы будут все-таки интересные для нас и плодотворные для республики. Активисты надеются на высокую явку избирателей. Прозрачность они гарантируют. Теперь главное, чтобы жители республики выразили свое мнение. Ведь депутаты горсовета или сельского совета – это люди, от которых напрямую зависит благополучие вашего села или города. Поэтому все общественные деятели, спортсмены, активисты призывают жителей не быть аполитичными и выполнить свой гражданский долг. Я все-таки гражданин Российской Федерации, и я думаю, что каждого гражданина долг высказать свое мнение по поводу наших депутатов, кого выбрать. Это гражданская позиция каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации. Конечно, я буду голосовать, я всегда хожу на выборы. И хочу призвать всех, потому что это очень важно. От того, кого мы сегодня выберем, зависит очень многое, потому что депутаты – это все-таки люди, которые выносят на обсуждение какие-то важные вопросы, которые волнуют народ. Безусловно, пойду на выборы, потому что, поскольку я являюсь патриотом своей малой родины, считаю важным. Надеюсь, что наша республика день за днем будет все больше и больше процветать. 8 сентября на внеочередном 58-м заседании Народного собрания Ингушетии депутаты будут выбирать и главу республики. Сразу после голосования состоится торжественная церемония вступления в должность руководителя субъекта. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24.